сегодняшнем видео мы расскажем о критической ситуации в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все о том, почему люди уезжают и хотят ли они вернуться. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. А также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Вы знаете, когда ты прожила вот этот путь мигранта, реальный путь мигранта, то есть студенческих лет, а потом уже осознанно, будучи сотрудником и понимая, как это сказывается на твоей жизни, то, соответственно, ты смотришь другими глазами. Если, будучи студентом, я была гражданкой Молдовы и проживала вот все чувство волнения, даже, допустим, гуляя по Москве, нас спокойно могли остановить на улице и проверить документы. То есть вот это вот частое биение сердца при проверке документов, я все это пережила. Сейчас, уже будучи гражданином Российской Федерации, естественно, я от этих переживаний уже избавилась. Но, кстати сказать, осталась вот эта привычка. При виде полицейского я всегда вспоминаю, вот, что я чувствовала раньше. Да, но должен сказать, что для того, чтобы получить патент, так называемый патент, разрешение на работу для граждан из стран с безвизовым пространством, они должны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства. Да, это стоит денег. В результате вот того, что они платят, это большой доход в бюджет России. Это свыше 30 миллиардов рублей. Собянин говорил, что от продажи патентов Москва получает больше, чем от нефтяных гигантов. Смысл присутствует у людей. Они видят, что мигранты все одеты в грязные одежды, значит, люк канализационный открыт, в нем по пояс сидит мигрант. Если их убрать, предположим, значит, москвичи должны одеть эту робу, залезть в этот люк, взять эту метлу. Навряд ли люди так думают. Скорее, люди думают, что чистота в Москве – это дело рук мигрантов. Но я вот что, о чем хочу сказать. Почему это происходит? То есть нельзя оправдывать тех людей, которые куда-то вламываются в какие-то точки общественного питания или бьют просто: «О, пошел киргиз, давайте его и забьем». Ну, то есть это просто омерзительно абсолютно. Но почему, собственно говоря, люди-то поперли на улице, возмущаются и ни во что не верят? Потому что они знают, что миграционной политики в России нет, полиции в России нет, судебной системы в России нет. И резонансное преступление будет действительно расследовано только если ты вот будешь бегать с такими вот глазами по площади и кричать: вы давайте расследуйте там, или мы тут все спалим. Если все организовано и под контролем, и могу даже сказать, что вот наш руководитель Духовного управления мусульман Тюменской области, мы туда выезжали и смотрели и молельные комнаты, и все условия созданные, то это оправдано. То есть... Позвольте, 14 тысяч, это мы говорим сейчас о мигрантах, да? Да. 14 тысяч мигрантов? Да. То есть получается, что на строительство какого-то крупного объекта в регионе как минимум 14 тысяч рук не хватает, и приходится привлекать мигрантов. Да. То есть кадровый голод, о котором мы говорим. Да. И выходит, что без мигрантов у нас и не прожить. А мы почему-то думаем, что мигранты всегда занимаются низкоквалифицированным трудом. Ну, здесь вы знаете, что всегда нужно анализировать рынок труда. То есть нужно смотреть, сколько у нас человек и какую работу могут выполнять. Вот когда рассматривается в целом баланс по стране даже, да, то мы знаем, что в документах правительства Российской Федерации все-таки просматривается то, что у нас недостаточно рабочих рук, и прежде всего это отрасль строительства. Конечно, если мы будем говорить уже о пуске данных объектов, то, конечно, это должны работать граждане Российской Федерации.
должны работать граждане территорий, которые подготовлены и будут эту работу выполнять. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.